Ирина Николаевна, расскажите, как возникла идея создания обелиска? Идея в 16 году была у мужа, чтобы делать обелиск. И 16 года муж сказал: я начал, я завершу. До 24 года я ждала, а в 25 году уже 80 лет победы. И я Гере говорю, 16 года уже прошло столько времени. Я говорю, нам неудобно перед ветеранами. Давай, говорю, в 24 году я начну и завершу я. Начали в 24 году, заказали три плиты мраморных и положили в гараж. И сами уехали. Нынче мы приехали месяц раньше из Москвы и сразу занялись успеть на 9 мая. Это когда было? Какого числа? Мы приехали к 25 апреля. Не стали заниматься домашними делами, и мы сразу взялись за обелиск, чтобы успеть на 9 мая. А кто помогал в исполнении этой идеи? Конечно, муж. Нам пришлось переделывать записи, то, где отчество не то, где пропущены, в списке их нету. Все это нам пришлось везти в город, перезапись. И стали сразу, пока Салов Сергей Наумович, пока не уехал на работу на вахту, и я быстрее договариваться с ним. Кладка кирпича у него, да. И я говорю, Гера, давай надо договариваться, пока на вахту не уехали, потом некому. И вот я вижу, встретились с Саловым, и я говорю, Сергей, пожалуйста, говорю, до 9 мая нам надо завершить обелиск. И он говорит, ладно, вот сейчас, говорит, перед отъездом я сделаю 3 плиты. В 24 году осенью сделали. Это стоило 76 800 рублей. У меня тогда не было ни копейки денег. Я просто заказала. И давай звонить своим родственникам. Я не думала, что столько получится. А посчитали 76 800. И мне пришлось все вкладывать туда своего сбережения. Позвонила своим родственникам. Буланкин, спасибо большое Буланкину Леониду Сергеевичу, который из Краснодара вчера приехал. Сразу отправил 30 тысяч. Брат по 5 тысяч. И все отправили по 5 тысяч. И сколько не хватило, я вложила сама. А потом потихоньку начали отправлять. И у меня это 76, в 24 году все мои родственники закрыли. А вообще кто помогал в финансировании? Большинство помогли все коренные деревья, сюхинские, но все по всей России живут. Я постоянно включала на контакт группу, и все сразу. Вчера я написала группу тоже обращение, да, нашим односельчанам. За один день пришло 53 тысячи. Все откликнулись. Большое спасибо. Благодарна так всем, вот кто так доверили мне. А можно узнать о ваших чувствах, что сейчас вы испытываете? Тревожность. И завтра мне хочется заплакать. Все это что? Сегодня я сижу, вот только что приехала, и сколько дней. Обелиск строили 3 дня, и у меня родственники, сноха, кормила все 3 дня утром и вечером. Сын постоянно участвовал, мужики все участвовали, деревенские. Последний раз, зачем тебе ограда, говорят? Я говорю, знаете, у меня в проекте должно быть на праздник ограда 4 скамьи. А ты где, говорит, найдешь столько денег? Я говорю, ветераны мои, я каждое утро встану и помолюсь. Этих ветеранов всех прошу. Я говорю, товарищи ветераны, что вы дали нам жизнь. Дай Бог, эта жизнь продолжается. Последний прошу я. И помолюсь перед иконом, я говорю,
еду строить, продолжать свой обелиск до конца. И я говорю постоянно, это будет наверху, парк культуры. Эмоция сегодня 3:30 встала и написала, вдруг забуду что-нибудь. А так праздничное настроение. С утра я помолилась. Ведь такая туча была. Я говорю, Господи, говорю, сегодня была, чтобы хорошая погода. И действительно, сейчас поправляется, все будет хорошо. Огромная благодарность моим ветеранам, которые меня вдохновили. На устройство этого обелиска вдохновили именно они. Я лично выходил с ними в районной газете «Ленинский путь» 3 раза. Каждый, вот как 2-3 года опять меня печатают, потому что у нас самая лучшая фотография была, где 30 участников войны, и я посередке. Будучи секретарем комсомольской партийной организации совхоза «Волга», ежегодно я был их сыном полка. Это был наш общий с ними День Победы. Я очень много слышал историй про войну. Я очень благодарен в первую очередь им, моим родным. Слезы выходят, но столько мне это все эмоционально с их поддержкой я делал. И даже сейчас попросили их, пожалуйста, ветераны, сделать так погоду, чтобы немного воздержалась. Вы, говорю, с того света нам помогайте. Эту помощь мы ощущаем, она и есть. Вот то, что вот сейчас слезы выходят 3-й раз уже, наши сельчане издалека приезжают, с Нижнего сейчас приехали, с Москвы приехали, и все с цветами идут. Такой вот подъем именно душевный, все всколыхнуло внутри. Именно благодаря этому Дню Победы. Спасибо всем моим друзьям, сельчанам, родственникам, которые все как один поддержали финансово, морально, материально, в общем-то, со всем этим. И на все 100% вклад наших сельчан. Спасибо жене, хозяйке, потому что я в 16 году фанер вырезал сам фамилии ветеранов. В 16 году аналогичный праздник был, только не на обелиске. Но после того праздника 16 года, поймите, дорогие товарищи, 25 новых имен пришлось написать уже на мраморную плиту. Даже сегодня, в День Победы, написали 4 фронтовиков. В том числе я не записал своего отца, Смиренский Краснодар Васильевич. Эту книгу памяти собирали мы по корочкам. Вот где что нашел. Вот там мне даже председатель, секретарь Единой России Смелов Евгений Валерьевич мне в Москву послал 3 фамилии, которые тоже нашли наши поисковики. Спасибо нашим сельчанам, что вышли на войну. И благодарность всем нашим жителям Сюхина. Помним их, скорбим о них, да, и радуемся, что этот день настал 9 мая. Этот день для нас очень важен, потому что мы помним тех людей, которые принесли нам победу над фашизмом, да. Поминовение времени. Объявляем минуту молчания. Уже пролетели десятилетия, как наши ветераны победили врагов. Однако их подвиг навечно останется в нашей памяти. Солдаты, страну защитить, ведь внукам и правнукам хочется жить. И смело шагая в решительный бой, совсем не боялся прадедушка мой. Он верил, хоть пули свистят у виска, победа за нами, победа близка. Я рад. Моя деревня. Видишь,
Я ветеран боевых действий, я афганец. Это моя деревня. Это уважаю и вообще. Гордость. Гордость. Конечно, это наш народ. Все почти как родственники. Своя земля. Как сказать? Вот так. Спасибо, с праздником. Эта деревня наша очень дружная всю жизнь. Это правда. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ким сукна маклака, мені жене тем же. Ким сукна маклака. Слово представим нашей учительницы, начальник школы. Вот ваш класс, где-то вот надо здесь в этой школе здание искать. Так, бывший директор нашей школы Евгения Калистратовна Петрова. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Как я выжил, только будем знать мы с тобой. Потому что ты умела ждать, как никто другой. Большое Евгения Калистратовна. Где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, в мажоре. Хочу сказать большое спасибо за то, что откликнулись на просьбу сбор деньги. Я бесконечно благодарен семье Смиренских. Я хочу сказать, вот это то, что вот эти, как называется, мраморные таблички с именами, это, как называется, легко сказать. Смысл главный в том, что если бы не было победы, если бы не они, нас просто бы не было. Я чувствую огромное волнение, потому что этих людей, которые собрались здесь, я знаю с детства. А главное, что они меня знают с детства. И, конечно, большое волнение охватывает, когда выступаешь перед знакомыми людьми. Но все прошло, по-моему, замечательно. Я, конечно, тряслась, но, слава богу, мы провели это. И я очень рада, что наш дружный коллектив, наша деревня поддержали эту идею Геры и Ирины. И так собрали деньги и для памятника, и для забора. Очень огромная благодарность всем. Мы просто очень рады, что это все состоялось. С Днем Победы! Расскажи. Отец с 38 по 45 служил. У меня отец японский был, а брат, два брата погибли, один без вести пропал. Они с сержантом Крупченко, с этим, с пулеметом, стояли против немцев вдвоем. И несколько атак отбили. И 40 человек немцев уничтожили вдвоем. И потом за это в августе 43-го по медаль за отвагу дали. Потом сосед мой
по дому здесь Силхинский. С первых дней войны был огнеметчиком. Потом, значит, немцы шли, но очень большие потери были. Мы, говорит, лежали, раненые, мертвые, и я, говорит, лежу между мертвыми и ранеными. Немцы идут через нас, говорит, тыкают штыками. Кто, говорит, не кричит, значит мертвый. Кто крикнет, ой, что скажет, стреляли, убивали сразу тут же. Уже подходит ко мне, говорит, что мне делать, как выдержать. На животе лежал, говорит, прикинулся убитым. И, говорит, штыком ткнули, говорит, выдержал, говорит, ни слова не сказал, даже не ойкнул. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Город пропал, это ранил, седьмою на висках, это ранил, засыпали на полах. День победы, день победы, день победы. С праздником!